народа появилась надежда на прекращение произвола. Мы сделаем все возможное, чтобы жизнь людей на Северном Кавказе была благополучной. Все, что делается, это профанация, это только очковтирательство. Мы должны забыть о том, что это не наша политика. Ингушские адаты ставят женщину выше мужчины. Но во власти их наверняка нет. Почему? Обычно мы приходим в гости к героям нашей программы, но сегодня все наоборот. Гости пришли к нам. Вернее, один гость и не пришел, а приехал. Это Руслан Муцольгов, глава регионального отделения партии «Яблоко» в Ингушетии. Знаете, я никогда не была в Ингушетии. Но вчера я прочитала статью в Википедии, довольно такую объемную, и поняла, что это очень интересное место, во-первых, с непростой судьбой, а во-вторых, просто, мне кажется, невероятно красивая. Не верьте Википедии, там еще лучше. В последние 1,5 года в Ингушетии очень изменились общественные настроения. И, наверное, сегодня Ингушетия один из самых протестных регионов на Северном Кавказе. А как так произошло? Что случилось? Ну, это был долгий плодотворный труд, который только и привел к этому. Можно констатировать, что трудились в этом направлении исключительно власти. Власти сделали все для того, чтобы народ был крайне недоволен результатами ее деятельности. Руководство республики ввергло всю Ингушетию в общественно-политический кризис. Настроения в обществе, точнее в Ингушетии, не изменились. Это была ответная реакция на произвол, который учинила региональная власть. Вопреки Конституции, вопреки действующему региональному законодательству и вопреки действующему федеральному законодательству все это было сделано. Вы имеете в виду вопрос подписания соглашений, в результате Чечней, которых были изменены границы, территории и границы республики. Это исключительно компетенция населения республики путем прямого волеизъявления, то есть референдума. Именно так и гласит Конституционный закон республики о референдуме. Когда народ задал вопрос региональной власти, что вы делаете, то глава республики Евкуров сделал крайне омерзительную вещь. Он сказал, что он с главой Чечни, 2 падишаха, мы так решили, а вы должны согласиться. Нет, вы должны просто всем, кто недоволен этим, должен засунуть свое мнение куда подальше. Большего оскорбления, тем более в тот момент, для всей республики, для населения региона придумать вряд ли можно было. В чем суть, вот если коротко, этого соглашения? Что должно было измениться? В ходе этих соглашений территория республики Ингушетия уменьшилась на 34 тысячи гектаров. В масштабах страны это малость. Но для жителей республики Ингушетия это стало таким показателем торжества несправедливости. В результате 1944 года депортации народа, впоследствии уже когда люди вернулись домой, в 1956-1957 годах людям разрешили вернуться домой, то целый пригородный район, колыбель ингушского народа, осталась в составе Северной Осетии. И более того, чинились под различным предлогом препятствия для возвращения людей в свои дома. И запрет на их возвращение, прямой запрет, действовал до конца 80-х годов. Практически, можно сказать, до 90-х. На этом фоне, на фоне запрета возвращения, на фоне всех высказываний главы государства о том, что передел территории в Российской Федерации невозможен, и тут происходят такие события, в результате которых 34 тысячи гектаров переходят под контроль властей другой республики. И начались массовые митинги. На эмоциях. Митинг, да, начался, безусловно, на этом фоне и по причине как раз-то не самих этих соглашений, а на фоне ответной реакции главы республики Евкурова. Именно то оскорбление, которое он допустил в отношении народа, оно как раз-то и стало движущим механизмом того, что той движущей силой, которая вынудила население республики прийти на митинг МАГАС. 2-недельный митинг, который тогда прошел в начале октября с 4 числа по 18.
2018 года. Он собрал в общей сложности не менее 100 тысяч жителей республики. Взрослая часть населения, электоральная часть всей республики, это 220 чем-то тысяч, грубо говоря, 230. Фактически половина населения Взрослого. пришло и сказало свое «мы не согласны» произошедшим событиям. Именно это и заставило ужаснуться главу республики. Он сам не ожидал Что будет того, такая реакция, что да? будет такая реакция и то, что народ так дружно выйдет. Если мы хотим, чтобы парламент был народным собранием, мы должны забыть о том, что это не наша политика. Когда говорят, что политика грязное дело, помните, что грязным оно является только до тех пор, пока ее вершат грязные люди. И после этого начались задержания, Ну, репрессии начались сразу, еще в октябре месяце. но аресты продолжаются до сих пор, да? Аресты продолжаются до сих пор, и начались они в апреле месяце, точнее в конце марта, после тех событий в Магасе, утром 27 марта, начались аресты массовые, и в общей сложности было проведено больше сотни обысков, даже причем по административным делам, казалось бы, да, там административка всего лишь, но вот эти маски-шоу, когда силовики на бронетехнике, полностью экипированные защитные какие-то средства защиты, там шлемы и так далее подобное, окружали дома, изымали всю технику участников тех акций. В общей сложности тогда было, в течение нескольких месяцев было арестовано порядка 35 человек, и сейчас еще 6 были арестованы, в феврале месяце уже. Вот в Москве есть московское дело, которое было возбуждено летом прошлого года. После протестов, когда люди вышли на улицу, выступая против того, что тогда происходило вокруг выборов в Мосгордуму, и получается, что в Ингушетии есть свое ингушское дело, которое, в принципе, по той же схеме, да. Я бы сказал, что, Создается. во-первых, уголовное преследование активистов, лидеров и участников общепротестных акций в Ингушетии является беспрецедентным, и оно положило, было так опробировано в Ингушетии, а потом только в Москве. Оно стало самым масштабным, и сам протест был самым масштабным, и его накрыли самые масштабные репрессии. Больше 300 дел об административном правонарушении было возбуждено в Ингушетии. В общей сложности чуть больше 50 человек подверглись уголовному преследованию. При этом было проведено множество обысков в помещениях либо неправительственных организаций, либо их руководителей, либо их участников. Было подвергнуто проверкам почти 2 десятка, давлению. Да, 2 разные десятка формы, да, они использовали. НКО, около 2 десятков, опять же, и коммерческих структур. Многие из них действительно прекратили существование свое. Ну, сейчас какое настроение? То есть люди все-таки удалось запугать, да? Нет, Нет? ни в коем случае. Население республики не запугано, никто не смирился с тем, что происходит. Никто не смирился не только с тем, что фактически Юнусбек Евкуров нарушил клятву, которую дал буквально за 3 недели до подписания соглашений, когда он вступал уже в 3-й свой срок, когда на Конституции Республики Ингушетия поклялся защищать территориальную целостность республики. Никто не смирился ни с тем событием, ни с теми репрессиями, которые сейчас развернуты. Кто бы как бы ни старался, кто бы как бы не хотел, не желал этого, но жители Республики Ингушетия продолжают надеяться, во-первых, на положительные изменения в республике и продолжают надеяться на скорое прекращение этих репрессий. Партия «Яблоко» выступила в поддержку тех людей, которые попали под репрессии в Ингушетии сейчас, и выпустила вот такие открытки. Их 2 вида. Одну можно отправить непосредственно тем, кто находится в заключении, да, и вторая открытка адресована Владимиру Путину. Собственно, с тем, чтобы наш президент соблюдал Конституцию. Такие открытки можно взять в офисе партии «Яблоко» в Москве на Пятницкой улице и в Петербурге в отделении «Яблоко» на Шпалерной. А в Ингушетии тоже, по-моему, они есть, Да, безусловно, в Республике Ингушетия. Так что, если вы офисе хотите партии поддержать этих людей, то приходите в офис «Яблоко». Даже женщина одна есть, да? Да, это единственная девушка, которая арестована, Зарифа Саутиева. Это деятель культуры. Она являлась заместителем директора мемориального комплекса. В Республике Ингушетия, на территории республики находится самый крупный мемориал жертвам политических репрессий.
Она была заместителем директора этого мемориального комплекса, но в последнее время она занималась и освещением проблем, связанных с народным протестом и связанных с развернутыми в республике репрессиями. Она сейчас в СИЗО находится? К сожалению, да, Зарифа находится в СИЗО, и это трагедия для всего ингушского народа, трагедия такая же, еще большая трагедия, чем арест и заключение под стражу старейшин Малсыга Ужахова и Ахмеда Барахоева. Если ингушский народ может сказать, что молодые парни, молодые мужчины как-то могут переждать, да, там, вытерпеть уголовное преследование, то ингушское общество никогда не примет и не простит виновным те репрессии, под которые попали старейшины и Зарифа Саутиева. Безусловно, люди, ни один человек, житель Республики Ингушетия, здравомыслящий, не принимает и не соглашается с этими репрессиями. Вы были одним из тоже активных участников этих протестов. Вы попали под давление силовиков? Ну, я бы не говорил о себе. Ну, штрафы, вот все это Руслан есть. сейчас почему-то не хочет об этом говорить, но когда он приехал сегодня, он рассказал, что он, в общем-то, мог бы сегодня не приехать в Москву, потому что как только он поехал в аэропорт, да, как я правильно поняла, к нему домой пришли люди из прокуратуры. Полиция. Из полиции. Вызвали в прокуратуру? Да, по поручению прокуратуры. Но вы можете припомнить, когда в последний раз вообще такие меры в Ингушетии применялись, такие репрессивные по отношению к жителям? Ну, таких репрессий не было. Единственное, что были репрессии, связанные с якобы борьбой с терроризмом, когда волна вот такого насилия захлестнула республику, начиная с 2002 года, когда стали похищать людей, когда участились случаи внесудебных казней, когда проведение якобы каких-то спецопераций, в ходе которых обязательно взрывались дома, где проводили обыски. Сейчас в республике 226 человек числятся, остаются, судьба их неизвестна, это люди похищенные, пропавшие без вести. Мы понимаем, что они все погибли, они были убиты, но где их трупы и почему следственные органы не расследуют преступления, вот что остается, можно сказать, тайной для нас. У Руслана есть старший брат Магомед Муцольгов. Он очень известный человек в Ингушетии, он правозащитник и журналист. Все правильно? Да. Мы показали, что у нас есть свое мнение, и с ним надо считаться. Мы показали, что мы никому не позволим, несмотря на его должности, пренебрежительно обращаться к нам или разбазаривать нашу республику. Мы показали, что гражданское общество Ингушетии 2 недели мирно отстаивало свои права, и что в других народах, в других регионах есть такая же возможность. Таким способом, без вандализма, без кровопролития отстаивать свои права. В 2010 году Магомеду Муцольгову была вручена премия Московской Хельсинской группы именно за его правозащитную деятельность. Да. Да? Вот, каково быть братом такого человека? Замечательно. Это очень такое чувство, которое рождает в тебе чувство уверенности. У меня особое отношение с ним. Я всегда чувствовал его заботу. И сейчас, когда ты понимаешь, какую работу он вел на протяжении более 15 лет, скольким людям он помог, и ты понимаешь, сколько пользы он принес, конечно же, это вызывает очень такое большое чувство гордости за причастность к этому всему. Потому что это твой родной брат внес такой огромный вклад в защиту прав человека. И он не только правозащитник и журналист, но он еще общественный деятель. Он содействовал, принимал участие в создании огромного количества организаций. Некоторые из них до сих пор существуют и работают. Он вносил огромный вклад и в развитие гражданского общества.
В Ингушетии. В Ингушетии, да. Но не только, он является частью международного правозащитного сообщества, поэтому он не только ингушский правозащитник, но, безусловно, он является руководителем первой правозащитной организации, которая создана была в Республике Ингушетия. Из тех, что сейчас существует, это, можно сказать, старейшая организация. Она называется? Правозащитная организация Машер. Машер с ингушского языка переводится как «мир». Вы друзья с своим братом? Ну, просто, знаете, бывает так, что там братья и сестры, но при этом не друзья. Мы больше, чем друзья, мы братья. Вот это в том смысле, в который только можно вложить в него. А вам бывает страшно за него? Любовь к родным, любовь к близким, она вызывает чувство опасения и порой обеспокоенности за их судьбу. Поэтому, конечно, я очень переживаю, всегда переживал за его судьбу, тем более тогда, когда в СМИ появлялась информация о том, что готовится, такое было несколько раз, убийство его, или же какие-то времена, когда репрессии в отношении него принимали такую активную фазу, когда начинались обыски. Конечно, это вызывало чувство беспокойности его судьбой. Но при этом всем, как верующий человек, и я, и он, мы понимаем, что на всю волю Всевышнего с человеком не произойдет ничего, кроме того, что определил для него Всевышний. Поэтому мы встречаем любые невзгоды, любые тяготы именно с верой Всевышнего. Безработица и, как следствие, массовая бедность достигли на Кавказе чрезвычайных масштабов. Особенно острая эта проблема стоит в Ингушетии, где не заняты более половины от численности экономически активного населения, и в Чеченской Республике, где этот показатель составляет более 30%. Отмечу также, что в данном регионе самая высокая в России доля молодежи, то есть людей в возрасте от 15 до 20 лет. Причем молодым людям по понятным причинам еще тяжелее найти работу. Мы сделаем все возможное, чтобы жизнь людей на Северном Кавказе была благополучной. А с теми, кто будет мешать нам, разберемся. Самый большой процент безработных в Республике Ингушетия так и остается на протяжении многих-многих лет. И какие бы программы в республике не реализовывались, власть просто не способна вывести эти цифры, либо вообще на минимум свести их, либо вывести Ингушетию в число тех регионов, где люди, по крайней мере, имеют возможность найти работу. Это связано с тем, что нет каких-то предприятий, да? Это связано с высоким уровнем коррупции, с абсолютно низкой эффективностью региональной власти. Это связано с абсолютно абсурдной кадровой политикой в республике, что политика, которую реализует федеральный центр, и что политика, которую реализует непосредственно региональные власти. Сейчас 26% населения не имеет работы, соответственно, нет ни доходов, и не на что самим жить и содержать свои семьи. При этом есть многие семьи, которые живут исключительно на социальные выплаты, на пенсии, либо какие-то там пособия для детей. Как молодежь живет? Находит себя в Ингушетии или уезжает? Если говорить о республике, то молодым у нас не везде дорога. Молодым у нас только тем дорога, которые готовы встраиваться в систему, возведенную политическим режимом, нынешней властью. Нынешняя власть, она сформировала ту систему, которая удобна ей. Не та, которая правильна, не та, которая должна быть по Конституции или вообще по нашему законодательству, а именно та, которая будет удобна для них, с которой им будет комфортно проводить политику, направленную, я бы сказал, против населения республики, против народа вообще. Как вам кажется, Руслан, что еще сегодня в Ингушетии может вывести людей на улицы, что вызывает у них, не знаю, возмущение? Что еще должно случиться для того, чтобы народ вновь вышел на митинг, вновь вышел на какие-то массовые акции, я не знаю, но только власть способна что-то такое сделать. Потому что жители республики Ингушетия не были готовы к этим митингам. Но события, которые развернулись в конце лета и осенью 2018 года, они изменили все.
И, как я сказал, главным виновником это все стало руководство республики. Ну и вот летом прошлого года оно поменялось, да? Да, А Юнусбек Евкуров после 10 с лишним лет правления подал в отставку. но он бы не подал бы в отставку, он бы готов был править вечно. Его отправили в отставку. Кто бы как ни выставлял, то, что он написал заявление и так далее, ему сказали, он написал заявление. То, что на его место пришел другой человек, конечно же, люди восприняли это очень позитивно. Это С вызвало, надеждой, наверное, да? безусловно, у народа появилась надежда на прекращение произвола, который чинит власть в регионе. Конечно, надежды пока не оправдались никак. Есть вообще существенная разница между Юнусбеком Евкуровым и новым Калиматовым? главой, да, Калиматовым? Кардинальная разница. Честно сказать, Юнусбек Евкуров, он человек, пришедший из армии. Он пришел из военной среды. В свою очередь, Махмуд Али Калиматов огромный срок своей трудовой деятельности он посвятил именно службе в органах прокуратуры. Это органы, которые надзирают за законностью. И по сути своей такой стержень должен сформироваться, который не терпит нарушения закона. В сложившейся обстановке в республике нельзя говорить о том, что он проявил свою такую вот прокурорскую натуру. Но я тут прочитала где-то, что он сказал, что, ну, все закончится хорошо, что-то такое, да, не переживайте, все Ну, конечно же, вернутся все домой, закончится хорошо. что-то такое. Когда-нибудь все закончится хорошо, и все мы умрем. Но люди живут сейчас, их семьи живут сейчас. И когда мы видим, что творится такая несправедливость в отношении людей, которые не совершали этого преступления, и пусть даже приговоры вступают в законную силу, мы понимаем, что большинство юристов понимает, что это все приговоры, они надуманы. Они не законные, а узаконенные. Руслан, вы когда оказываетесь в Москве, есть у вас какие-то места свои, куда вы обязательно заходите? Но, во-первых, именно этот район Пятницкой, я здесь проработал несколько лет. Я жил в Москве лет 10 назад. Я сюда уехал, и прожил здесь 4 года. Так что это равно мне ближе как-то. Но в целом вообще Москва для меня уже стала таким тяжелым городом. Раньше есть еще была ностальгия, какая-то желание вернуться сюда, но в последнее время все меньше и меньше сюда тянет. И даже когда появляются какие-то дела, для меня это больше связано с трудностями, с такими неудобствами. Неудобствами в плане морального, психологического действия. Единственное место, где сейчас я бываю с удовольствием, это непосредственно партия. Пятницкая, офис Офис партии на «Яблоко», Пятницкой, да. По крайней мере, это то место, где с тем, кто встречают и В всегда общем, помогут. такое свое место, да? Да. Я помню, когда я приехал только в Москву, я столкнулся с ситуацией. Я вообще ушел переводом по служебной линии. Но когда ушел, то я столкнулся, когда мне на собеседовании говорят, что да, вы нам подходите по критериям, но вот только один минус – это вот ваше происхождение. Вы родились в Ингушетии? Нет, я родился далеко-далеко на крайнем севере, на Колыме. Да вы что? И 15 лет прожил там. А как это получилось, что вы родились на Ну, Колыме? Ингушетия отличалась всегда отсутствием рабочих мест. И жители республики разъезжались по всей стране. Кого-то занесла судьба, конечно же, после окончания вуза по распределению в те советские времена. Кто-то же ехал просто зарабатывать за длинным рублем, сам искал работу. И таким образом мой отец уехал на Колыму работать и прожил там много-много-много лет. Но родители ваши родились в Ингушетии? Отец родился в Ингушетии и совсем юным был выслан, депортирован в Казахстан в 1944 году во время сталинских репрессий и испытал все тяготы той жизни. Мама родилась уже там, в Казахстане, в ссылке, в депортации. А какое главное у вас воспоминание осталось от Колымы? Всегда, когда человек думает о детстве, он думает о маме, о родителях. Вот в главном воспоминании это все, что связано с теми родителями в том возрасте.
как говорится, когда деревья были большими. Все, что связано с детством. Мы снимаем эту программу в преддверии 23 февраля. 23 февраля для ингушского народа это такая очень важная дата. Именно в этот день, в 1944 году, началась депортация ингушей и чеченцев в своих родных мест. Насколько я понимаю, до сих пор оценка тем событиям со стороны власти адекватная не дана. Да? Причин для этой депортации законных никаких не было, правильно? Безусловно. Вы уже сказали, что ваши родители, отец родился, но был депортирован, да? То есть вашу семью непосредственно это коснулось, да? Безусловно. Те события. Вообще, о самой депортации сначала хотелось бы сказать. Депортации были подвергнуты почти 100 тысяч ингушей. Почти 500 000 чеченцев и ингушей в один день просто были выгнаны, репрессированы, фактически вывезены в холодные степи Казахстана и Средней Азии. Карателями тогда были совершены преступления против человечности. Кроме вот этих 500 000 людей, которые были депортированы, больше 1000 в общей сложности или около 1000 были убиты. Больные, те, кто не мог передвигаться, их умерщвляли, убивали прямо непосредственно в домах, закрывали в здании и сжигали, уничтожали. Те же, кто был депортирован, они фактически были брошены на погибель в холодных степях, без жилья, без продуктов питания, без средств к существованию. Их обрекли на смерть, но перед этим ведь еще и слух пустили среди местного населения о том, что к ним везут людоедов. Это отталкивало местное население. Оправдать это, естественно, никаким образом нельзя. Ни один народ не заслуживает депортацию. О каких законных основаниях или обоснованных решениях можно говорить, если депортировались старики, женщины, дети? Мужское население тогда было на фронтах, было большое количество людей, которые воевали в рядах Красной Армии. И если кто не знает, то я хотел бы сказать, что среди защитников Брестской крепости было почти, по-моему, чуть больше 400 жителей Чеченной Ингушетии. Последний защитник Брестской крепости, о котором снят фильм еще с советских времен, который вышел и сказал, что он русский солдат, это был ингуш Бамангерей Барханоев. Люди, которые фактически воевали, были отправлены вслед за всем народом в Казахстан. В Казахстан были сосланы и отец со своей семьей. Буквально в короткий промежуток времени после депортации от голода и болезней погибли родители моего отца и его 2 сестры. Он остался сиротой со своим старшим братом. Мама родилась уже там. Родилась как раз в те тяжелые годы, когда людям нечего было есть, когда народ выживал. Естественно, она тоже, как и отец, испытала все тяготы той жизни. Это были тяжелые времена. И я повторюсь, что ни один народ этого не заслуживает. И любой, кто оправдывает эти сталинские репрессии, является извергом, таким же извергом, как и был Сталин, и все те, кто совершали эти репрессии. К огромному сожалению, ингушский народ до сих пор не реабилитирован в полной мере. Люди хотят вернуться в свои дома, в свои подворья. Пусть этих домов уже не существует, но земля, на которой они стояли, она есть. И люди должны быть возвращены туда. Подожди, то есть до сих пор есть люди, которые не могут вернуться в Ингушетию? Есть люди, которых не пускают в свои дома. Есть люди, которых не пускают в дома, пустующие дома в 20 километрах от того места, где они сейчас проживают. Это не только жертвы тех сталинских репрессий, но и жертвы уже той трагедии, которая развернулась осенью 1992 года. И региональные власти, и федеральный центр в этом направлении ничего не делают. А все, что делается, это профанация, это только очковтирательство, направлено на создание видимости каких-то процессов. От кого больше зависит решение этого вопроса? От местных властей или от федеральных? Если местные власти, региональные власти будут назначаться федеральным центром, то это зависит исключительно от федерального центра. Если жители республики будут выбирать в ходе прямого голосования
то есть в ходе прямых выборов, тогда, безусловно, это будет зависеть от региональной власти. Потому что региональная власть всегда делает только то, что говорит им человек, от которого зависит их судьба дальнейшая. Руководство Республики Ингушетия на протяжении последних 20 лет зависело исключительно от федерального центра. Сейчас главу республики в Ингушетии люди не выбирают, а за нее голосуют, за кандидатуру, да, главы республики голосуют депутаты. Эта система, которая принята, да, сейчас, это дискриминационная политика в отношении жителей Северного Кавказа. Когда в 2012 году речь шла о возвращении системы прямых выборов, то в 2013 году Медведев, как лидер партии власти, заявил о том, что на Кавказе живут люди с иной политической культурой. То есть фактически он оскорбил жителей всех северокавказских регионов. Выбирать себе главу республики позволено только Ставрополью и Чеченской республике. Жители Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана лишены этого права. Лишены они исключительно по прихоти федерального центра и по неспособности отстаивать интересы региона, региональных властей. Хочу поговорить про партию «Яблоко», членом которой вы являетесь. Кстати, как давно? 6 лет назад я вступил в партию Почему, «Яблоко». кстати говоря? Это было стечение обстоятельств. Я не хотел идти в политику, я занимался правозащитной деятельностью. В принципе, я и сейчас и занимаюсь, но как таковую политическую деятельность вести я не хотел, но так сложилось. Я пришел в партию, и в 2014 году я был избран руководителем, председателем регионального отделения. Так а что? Вы сказали, что вы не хотели политикой заниматься. А что все-таки вас привело в «Яблоко»? Нужно было что-то менять. Нужно менять было жизнь в республике. В лучшую сторону, естественно. Но кто-то другой из тех политических деятелей, кто был в республике, на тот момент абсолютно ничего не предпринимал, никаких действий для положительных изменений. И опять же, партия власти, она, имея столько лет для совершения маневра, для реализации любых программ, ничего не сделала. Это говорило либо о преднамеренном бойкоте, либо о преднамеренном бойкоте, а о преднамеренном саботаже со стороны региональной власти, либо это говорило о неспособности. Надо было что-то менять, и поэтому я попытался. Как ваша жизнь изменилась после этого? После того, как вы вступили в «Яблоко», возглавили Она отделение? стала насыщенней, я бы сказал так. Интереснее? Отчасти да, и интерес этот связан с дополнительными событиями, которые стали происходить вокруг меня. Мы не сторонимся проблем, пытаемся в них участвовать, в их решении, пытаемся участвовать именно, вести политическую борьбу, как бы это сложно не было, с каким бы противодействием мы не сталкивались. В чем главная сложность? Самая видимая часть сложностей – это фальсификация результата выборов. Это противодействие чиновников, окопавшихся во власти, противодействие любому новому, новой политической силе, либо какому-то новому политику, новым людям во власти. Фактически деятельность, которая направлена на недопущение этих новых людей. И если мы посмотрим, то чиновники тасуются с одного кресла в другое. Депутаты есть такие, которые там сидят очень-очень долго уже. И коэффициент полезного КПД, скажем, положительный, да, в их действии, он приравнен к нулю. Но это устраивает региональных чиновников, тех, которые фактически захватили власть, можно так сказать. А сколько сегодня яблочников в Ингушетии? Почти 300 человек. А какой уровень поддержки среди населения? «Яблоко» обладает достаточным таким уважением и поддержкой среди населения. Другое дело, что у людей нужно развивать еще политический интерес к выборам, политический интерес к участию интерес вообще к участию в политических процессах. Как я сказал, за много лет деятельности региональной власти
население республики, электоральная часть абсолютно потеряла интерес к любой политике. Народу дали понять, и он смирился отчасти с тем, что от него ничего не зависит. И многие люди говорят, я не политик, но при этом всем не надо быть политиком, чтобы прийти на выборы и проголосовать, чтобы прийти и стать наблюдателем на избирательном участке, чтобы посмотреть, чтобы твой голос сохранился, чтобы твой голос не украли. Если народ возьмет в свои руки власть путем выборов, участия в них, наблюдения за ними, политика станет чистой. Не говорите о том, что вы не ходите на выборы, что вы не участвуете в политике. Политика – это мы с вами. Руслан, я хочу, чтобы вы развенчали миф о том, что Северный Кавказ и демократия, демократические ценности — это параллельные прямые, которые не пересекаются. Вы знаете, я вам скажу, что в первую очередь на примере ингушского общества. Демократия в ингушском обществе зародилась еще тогда, когда ее не было нигде на пространстве России, нынешней современной России. Как это? В ингушском обществе существовала такая практика, что в моменты, когда решалась судьба народа, голосовали все. Один человек, один голос. Это было коллективное принятие решения. Разве это не основа демократии? Во-первых. Во-вторых, некий совещательный орган состоял из представителей абсолютно всех тейпов, то есть рядовых сообществ ингушей. Каждый тейп делегировал своего представителя. И, соответственно, какое-то решение принималось этим советом. Принималось оно опять исключительно демократическими способами, большинством. Если на Северном Кавказе нет демократии как таковой, либо не присущая народам Северного Кавказа, то почему, когда идут выборы президента России, то жителям Северного Кавказа разрешается голосовать за конкретную кандидатуру? А когда речь идет о выборах главы республики, то, видите ли, здесь политическая культура до современной демократии якобы не доросла. Нет, это лицемерное утверждение, навязанное мнение такое, исключительно только в целях того, чтобы показать, как принято считать, дикость жителей Северного Кавказа. Это не так. Возьмите хотя бы митинг. Да. Октябрь 2018 года. Это был эталон массовой акции по нескольким показателям. Во-первых, по количеству жителей одного региона, принявшего в нем участие, по его исключительно мирному характеру, за 2 недели, который стоял этот митинг, не было совершено ни одного правонарушения. Люди не только сами самостоятельно поддерживали там порядок, имеется общественный порядок, но даже мусор сами собирали. Разве это не говорит о зрелости общества? Покажите мне другой митинг, где он прошел бы именно вот с таким успехом. Есть свет в конце тоннеля или нет? Россия будет свободным, демократическим государством по-настоящему когда-нибудь? Ну, если вы, допустим, взглянете в историю, никто не верил, что будет революция и что царская власть падет. Никто не верил в то, что в 1991 году будет развал СССР и то, что будет создано новое государство. Я не могу сказать, что это свет в конце туннеля был на тот момент, но это были те политические изменения, которые дали людям надежду. Я уверен, что свет в конце туннеля есть. И я надеюсь, что этот туннель не будет слишком длинным. Я уверен, что политические изменения будут, и для того, чтобы они были, естественно, народ должен предпринимать какие-то определенные шаги. Мы верим, надеемся и ждем. Руслан Муцольгов. Спасибо. Я прошу прощения, я не прикасаюсь к чужим женщинам. Это исключительно по религиозным соображениям, проявление уважения. Женщина вообще в исламе и на Кавказе, она обладает определенным статусом. Есть еще один миф о том, что женщина на Кавказе очень бесправна. На самом деле это не так по той причине, что, во-первых, и ислам, как религия,
и ингушские адаты ставят женщину выше мужчины. Если, например, происходит какая-то трагедия, и один человек убивает другого, если погиб мужчина, то кровная месть требует отомщения одного человека, убийцу. И если погибла женщина, то взамен женщины убивают двух мужчин. Это был такой обычай кровной мести на Кавказе. То, что касается отношений к женщине, это уважение к любой женщине такое же, как ты отнесешься к своей матери, сестре, дочери, жене. И еще один миф о том, что женщины дома сидят. Процентов 70 рабочих мест в Ингушетии, особенно в бюджетной сфере, заняты женщинами. Но во власти их наверняка нет. Почему? Есть. 2 заместителя председателя правительства одновременно были при Евкуеве. До него, значит, в парламенте были женщины. Вообще я могу назвать за всю историю ингушского правительства как минимум, порядка 10-15 женщин, министров и вице-премьеров. В этом плане это мифы. Женщины сами чаще всего не хотят взваливать на себя эти тяготы. Вот, будучи, допустим, председателем регионального отделения, я понимал, как это ответственность. Но когда на прошедшем съезде меня избрали в бюро, я осознал, какая это ответственность. И я предпочел бы, чтобы такую ответственность на женские плечи не пытались сбросить. Если у нее есть желание это делать, это один момент. Но когда люди пытаются сбросить ответственность или тяготу все это возложить на женщину, я считаю это несправедливо и не подобает так поступать. Так что на Кавказе женщина не находится в том состоянии, о котором принято считать, об ее ущемленных правах. В общем, некоторые мифы о Кавказе, в частности, об Ингушетии, Руслан Муцольгов сегодня развенчал. Но я думаю, что, конечно, хотелось бы своими глазами еще все увидеть. Ингушетия очень красивый и гостеприимный край. Мы ждем туда любого, кто захочет приехать. Тем более, если это будут коллеги по партии, захотят приехать к нам в Ингушетию, мы с удовольствием примем, покажем нашу республику. Ингушетия – это край башен, поэтому абсолютно все гости, когда приезжают в Ингушетию, каждый житель республики пытается повезти их в горы, где есть очень много старинных башен, которые датируются еще 10, 11, 12, 17 веками. Это то, что оставляет очень большое количество таких эмоций и очень таких положительных впечатлений о республике. У вас есть любимая башня? У нас есть родовая башня Лейми. Это башня, откуда выходцем считается наш тейп. Вот Лейми для меня это любимая башня. Посмотрите на что, и мы готовы принять наших гостей.